вирус наступает, кризис, традиции уходят, язык исчезает. Ну, это все серьезно, конечно. А что у нас там по юмору? Не верю я, вообще не верю, что наши далекие предки, чуть не сказала недалекие, звучит ужасно. Не могу я поверить, что они не любили хорошенечко повеселиться. Вот не поверю никогда. И я не говорю о веселье в современном понимании. У каждого поколения, как и у каждого народа, свои способы развлечься. Все ведь зависит от многих факторов. Да даже от места проживания. Например, русский человек, живущий в Сибири, не каждое Рождество ходит с песнями и каледовать. В минус 60 есть опасность стать самым красивым снеговиком во дворе. Зато на юге песни и пляски по ночам не зависят от времени года. Итак, сегодня мы поговорим о чувстве юмора у разных народов. Как говорится, своя рубаха ближе к телу, поэтому начну я по сложившейся уже традиции с Кавказа, а точнее с астинского народа. Итак, с юмором у нас все хорошо, но своеобразно. Чтобы понять душу народа, надо сперва изучить его эпос. Вот и эпос астинского народа, нартовский эпос, нам ярко раскрывает, способны ли мы юморить. Нартовские сказания от начала до конца проникнуты оптимизмом и юмором. Основным носителем этого юмора в сказаниях является Сардон, который, как говорится в эпосе, знал все, что было и что будет. Он так воду мутил, что нарты сами в шоке были от него. Несколько раз убить хотели, так эта хитрая морда умудрилась умереть и вернуться с того света. В минуту опасности Сардон мастерски пользуется своим оружием, ловкостью и острым языком. В сказании о том, как нарты отправились в поход, острое слово и хитрость Сардона спасают виднейших нартов от смертельной опасности. А в другом случае Сардон ловко обманул великанов, забрал их сокровища. Если крупных сказаний, в которых Сардон играл бы главную роль, мало, то почти нет ни одного значительного сказания, где разнообразные злые шутки, находчивость и смекалка Сардона не играли бы значительной роли в судьбе того или иного героя эпоса. Этот кадр умудрился даже свое наказание обернуть себе на пользу. Помните, когда его привязали к дереву? Вместо того, чтобы молить о спасении, он начал кричать: «Не буду, не хочу!» Чем дело закончилось? Почитайте в сказаниях. В итоге он пригнал в селение целую отару овец. Лично мне он напоминает Павла Волю. Внешне. Нет, правда, похож ведь. Наверняка он именно так и выглядел. Кстати, творчество Павла люблю и уважаю. Художественными особенностями нартовского эпоса являются монументальность образов, краткость и наличие ярких моментов драмы и юмора. Нарты были очень свободолюбивы, жизнерадостны. Они высоко ценили жизнь и в нужную минуту бесстрашно умирали за нее. После жаркой битвы они целиком отдавались пиршествам, величественным пляскам, соревнованию в стрельбе из лука, в метании камня, в остроумии. А сейчас вопрос нашим знатокам. Как вы считаете, соответствуем ли мы им сегодня? Умеем ли работать и веселиться на славу? Способны ли трудиться, соблюдать адаты и при этом шутить так, чтобы было и весело, и поучительно? Ученые выяснили, что чувство юмора передается по наследству. То есть можно сказать, что с научной точки зрения у резидентов Камеди рано или поздно дети проявят незаурядные способности шутить. Или будут похожи на них. На самом деле это лишь теория, а вот общая склонность нации к юмору очевидна. Да и качество юмора специфично для каждого народа. Например, евреи любят тонкий юмор с намеком. У армян открытый и часто вызывающий юмор. У французов он тонкий, интеллектуальный, и так далее. В Японии, например, юмор вывели в отдельный вид искусства. Называется ракуго. Ракуго. В общем, вот так.
Я, честно говоря, думала, что эти люди вообще не умеют шутить. Ну, представьте себе самурая-стендапера. Не оценил юмор? Получи харакири. Наравне с тонким, пропитанным философией юмором Раkugo, японские зрители ценят и полную его противоположность – телеигры, участники которых постоянно оказываются в неловких, порой травмирующих ситуациях. Их популярность связана прежде всего с тем, что японцам нравятся различные безумства, а также участвовать в них и наблюдать за ними. Но только в том случае, если комическая составляющая происходящего прописана заранее. Навязывать кому-то шутки не принято. Поэтому, если японец все же решится рассказать забавную историю или анекдот, он обязательно вас предупредит об этом. Внимание! Сейчас будет шутка. Пришла как-то гейша в публичный дом и такая: а что, так можно было? У русского народа с чувством юмора все шикарно. Это надо признать. Признать, я сказала! Русский юмор чаще всего самоуничижительный, помогает легче переносить несправедливость и страдания, которых русским досталось с лихвой, особенно в прошлом веке. В связи с этим вспоминается один русский анекдот. Идет как-то человек с копьем в груди, к нему подбегает рукой и спросит: ух ты, а тебе не больно? Нет, только когда смеюсь. Юмор – уникальная пилюля от всех проблем. Перевел проблему в юмористическую плоскость и все. Это больше не проблема. Смех, да и только. Вот этим и руководствуется русский человек, сочиняя шутки. А я, честно говоря, обожаю частушки, хоть они несколько грубые. Есть в них какое-то наивно-острое очарование. Бьют по больным местам, но так, что хочется подпевать. Если в России все будет хорошо, жизнь будет идти прекрасно и не будет никаких проблем, то не над чем будет смеяться. Кстати, по результатам исследования сети БАДО, самый унылый и неспособный шутить народ – это немцы. А на втором месте, угадайте кто? Русский. И не стоит на это обижаться. Ведь смеяться над шутками своих соотечественников мы не перестали. Все дело в том, что иностранцы считают русский юмор черным и не всегда его понимают. Но мы же не виноваты, что американцы тупые. О немцах и их способности шутить и говорить нечего. Народ сухой, как свежий памперс. И нечего их поливать. А вот легендарный французский юмор по праву может считаться самым изысканным. Хотя стоило бы шутить о чем-то, кроме женщин и политики. А вообще есть очень старый анекдот, ярко демонстрирующий чувство юмора разных народов. Представителям разных национальностей поручили написать статьи о слонах. И вот заголовки. Англичанин. Охота на слонов в британской Восточной Африке. Француз. Любовь слонов во французской экваториальной Африке. Немец. Происхождение и развитие индийского слона между 1200 и 1950 годами. 600 страниц. Американец. Как вывести самого большого и сильного слона. Русский. О том, как мы запустили слона на Луну. Швед. Слоны и социально ориентированное государство. Испанец. Техника боя слонов. Фин. Что думают слоны о финах. Не смешно, но в точку. Международные анекдоты все-таки более продуманные. Имеет ли значение, откуда вы родом, где выросли, на каких идеалах воспитывались и что с этим всем сделали в течение жизни? Несомненно, да. А еще большее значение имеет, способны ли вы относиться с иронией и большой долей юмора к себе и окружающим. Способны ли работать над собой, совершенствовать свое чувство юмора и развивать толерантное отношение к слабостям других людей. А напоследок анекдот про осетин. Собрались как-то Кударец, Иронец и Дегорец попить пиво. И тут им в кружки одновременно залетели мухи. Иронец вылил пиво с мухой и велел принести новое. Кударец аккуратно вытащил муху и продолжил пить свое пиво. Дегорец вытащил муху и заставил выплюнуть все проглоченное пиво.
Спасибо вам за внимание и до новых встреч!